Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву официально предъявлено обвинение в убийстве. Тем временем суд в Бишкеке снял арест со счетов 3 изданий, в том числе кыргызской службы «Радио Свобода» «Азатык». А действующий президент Жээнбеков не смог дать объяснение, почему власть не вмешивается в коррупционный скандал, сотрясающий страну. По этому вопросу работает целая группа. Все работают. Сюда запрос мы отправили. Ждем ответ. Таджикистанский суд вынес приговоры участникам бунта в Ахдатской колонии. Родственники осужденных и их адвокаты уверены – дела сфабрикованы. Уголовных дел с грифом «секретно» в последнее время стало слишком много. Верховный суд Татарстана отказал в предоставлении убежища студенту-татарину из Китая Шахдияру Шавкату. Теперь его могут депортировать обратно в Синьцзянь, где он может попасть в лагеря перевоспитания. Чтобы мне сейчас вернуться в Китай и быть в безопасности, нужно жениться на китаянке и отказаться от ислама. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В бишкекской студии я, Дарья Тимофеева. Здравствуйте. Бывшему президенту Кыргызстана официально предъявлено обвинение. На этот раз в убийстве. Алмазбек Атамбаев уже является фигурантом еще 14 уголовных дел. На каком основании МВД обвиняет Атамбаева в совершении этого тяжкого преступления и что об этом думают его сторонники, расскажет Джазгуль Гамбердиева. Она сейчас с нами на прямой связи. Джазгуль, привет. Как объясняет МВД новое обвинение, предъявленное Атамбаеву? Даша, привет. Сам министр внутренних дел Кыргызстана Кашкар Джунушалиев заявил о том, что начальник спецназа Усен Ниязбеков был убит от пули винтовки, которая официально принадлежит Алмазбеку Атамбаеву. Я напомню, речь идет о койташских событиях 7-8 августа, когда бывшего президента Атамбаева силовые органы пытались насильно доставить на допрос. Именно тогда в ходе спецоперации начальник спецназа получил пулю в грудь и был убит на месте. Помимо убийства Алмазбеку Атамбаеву предъявлены еще ряд других уголовных дел, таких как массовые беспорядки, неподчинение властям, незаконный оборот оружия, воспрепятствование следствию. Также Атамбаев проходит по ряду коррупционных уголовных дел. Джазгуль, а какие планы у сторонников бывшего президента? Сам он, как известно, находится в СИЗО Госкомитета нацбезопасности. Да, Даша, сторонники, а именно юриста Алмазбека Атамбаева, естественно, не согласны ни с другими обвинениями, которые звучали до сегодняшнего дня, и с этим тоже. Они говорят, что им не предоставлена экспертиза, которая действительно доказывала бы, что спецназовец был убит от пули винтовки Алмазбека Атамбаева. Но если даже такую экспертизу следователи предоставят юристам Атамбаева, они проведут свою, поскольку они как бы не доверяют властям и следствию в том числе. Давайте сейчас послушаем одного из адвокатов бывшего президента Замира Джошева. Данная версия следствия, она под большим сомнением указывает следующее. Значит, ранее само МВД заявляло, что сотрудник Альфы погиб впоследствии получения ранения именно от Калашникова. Кроме того, в средствах массовой информации даже была опубликована информация о том, что задержан подозреваемый в убийстве сотрудника Альфы. Напомню, свой вердикт накануне вынесла и депутатская комиссия, которая очень долгое время изучала койташские события. Эту комиссию инициировал премьер-министр Мухаммед Калый Абулгазиев, и накануне вердикт прозвучал таким образом, что Алмазбек Атамбаев виноват во всех массовых беспорядках, которые были в те дни в резиденции бывшего президента и в городе, а также Алмазбека Атамбаева депутаты обвинили в том, что он пытался путем очередного переворота захватить власть. Даша. Джазгуль, большое тебе спасибо. Свердловский суд Бишкека сегодня разблокировал счета 3 местных изданий – 24 KG, Клооп и кыргызской службы «Радио Свобода» «Азатык». Почему сегодняшнее решение суда еще не победа журналистов, объяснит Джибек Бегалиева.
Бывший замглавы кыргызской таможни Раим Матраимов и его семья подали иск против 3 редакций в общей сложности на 60 миллионов сомов. Они посчитали, что расследования, которые опубликовали журналисты, порочат их честь и достоинство. В материале рассказывается о коррупции на кыргызской таможне. Одним из тех, кто прикрывал эту схему, по мнению авторов публикации, был именно Раим Матраимов. Журналисты пытаются узнать у адвоката Матраимовых, почему истцы требуют такую огромную компенсацию за моральный ущерб. Депрессия, они в депрессию впали, бессонница у них. Хорошо, а депрессию, как вы полагаете, должны доказывать? Я говорю, вам слезы в баночке принести или что вы хотите увидеть? Ну, ой, господи, я вас умоляю. Нет, я не юрист, я предполагаю. Ну вот мы в суде покажем все свои доказательства. То есть у вас на сегодня нету, да, таких моральных страданий, у Матраимов нету? Здрасте. То есть вы не знаете об этих страданиях? И не Я знаю об этих страданиях, но я не намерена вступать в перепалку с журналистами и доказывать предмет иска. Объяснить, как именно Матраимова насчитали такую сумму в качестве компенсации, юрист не смогла. То, что банковские счета 3 редакций разморозили, не означает, что их не арестуют потом, объясняет один из авторитетных юристов Кыргызстана Чолпон Джакупова. Юристы между собой, когда с такой скоростью и так радостно судьи рассматривают эти дела, мы между собой это говорим. Судьи этот иск встретили. То есть заранее была достигнута договоренность. Они знали, кому отпишут и кто какое решение примет. Точно в такую же ситуацию 2 года назад попала редакция «Кактус Медиа», когда на журналистов подали многомиллионный иск о защите чести и достоинства Алмазбека Атамбаева. Уже есть мемы и шутки про то, да, что на самом деле там наш президент не ставленник Атамбаева, а ставленник совершенно другого клана, что вчера вот была шутка в Твиттере. Раньше у каждого президента был свой кошелек, сейчас у кошелька есть свой президент. Причин для таких шуток, по мнению Дины Масловой, много. Финпол уже больше года не может закончить проверку Раима Матраимова. И пока президент все повторяет «дайте факты», журналисты нашли и показали кадры, где на инаугурации президента бизнес-партнер бывшего таможенника сидел прямо между братом и сестрой Джейнбекова. Расследователи также достали документы, согласно которым семье Матраимова принадлежит дорогая недвижимость в Дубае. Адвокат Нурбек Тактакунов уверен, что проверять, как именно Матраимов заработал столько денег, власти не будут. Сейчас он пытается дозвониться до Генпрокуратуры, куда он 3 дня назад подал заявление о фактах незаконного обогащения бывшего таможенника. По идее, они должны были в течение 24 часов зарегистрировать его в ЕРПП. Вот я говорю, если гражданин говорит о преступлении, все, регистрируется в ЕРПП, потом они уже решают, кто должен разбираться с этим вопросом. Тактакунов сравнивает свою ситуацию с иском Матраимовых против журналистов. Там судьи еще до разбирательств заблокировали счета ответчиков, а в его случае заявление просто игнорируют. Юрист считает, что власти страны связаны с влиятельным кланом. Иначе сами посудите, да, сейчас бы Джейнбекову, да, если бы он поддержал бы журналистов и общественность, да, вот посадил бы Матраимова, он бы получил бы мощную общественную поддержку, да, и дотянул бы до 2023 года, да. А почему он этого не делает? Прямо перед эфиром стало известно, что Генпрокуратура все-таки ответила Тактакунову. Его заявление передали в Госкомитет безопасности. Жибек Бегалиева, Самат Алжибаев. В настоящее время Азия. Бишкек, Кыргызстан. Судебные разбирательства вокруг 3 СМИ Кыргызстана прокомментировал и президент страны. Свое мнение Сооронбай Джейнбеков высказал во время встречи с соотечественниками в Объединенных Арабских Эмиратах. Глава государства отметил, что каждый гражданин имеет право обращаться в суды, но в то же время к критике в СМИ нужно относиться спокойно. Джейнбеков ответил и на вопрос о деле бывшего замглавы таможни Раима Матраимова. Также он призвал журналистов, проводивших расследование, приехать в Кыргызстан и передать соответствующим органам документы, на которые они опирались в своем расследовании. Раим Матраимов делает инвестиции в Дубае на сумму в 12-13 миллионов долларов. Как смог чиновник на свою зарплату купить дом за 12 миллионов? Какова ваша позиция по этому вопросу? По этому вопросу работает целая группа. Все работают. Сюда запрос мы отправили. Ждем ответ. Я не могу поверить на слово. Идет расследование. Если есть факты, сестренка, ты сходи. Возьми тот адрес и сходи. Так ты нам поможешь. Если ты знаешь, сходи. Покажи этот дом по тому адресу. Органы разберутся. Хорошо? Хорошо, но Азаттык уже показал это в эфире. Где это находится? Все показали. Вот это и расследуют. И ты посмотрела Азаттык, и я смотрю Азаттык, и даю поручение. Жоқ, әлі даму бар да.
У каждого человека есть право подавать в суд, если считает нужным. ГКНБ говорит, пусть журналисты придут. Мы в аэропорту встретим, дадим полную гарантию. Пусть передадут нам эти факты, пока еще не пришли. Я говорю, приходите. Если надо, дам гарантию лично. Пусть придут и дадут факты, если есть. Пусть каждый отвечает за содеянное перед законом. Я должен быть беспристрастен. Есть суд, есть органы. У нас сейчас порядок. Доведем дело до конца. Потерпите немного. Пусть дадут доказательства. Мы будем стоять за правду. И она будет. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джейми Флай назвал арест счетов возмутительной атакой на журналистов медиакорпорации. Мы не видели ни искового заявления Матраимова, ни каких-либо официальных документов, в которых разъяснялось бы решение суда о блокировке нашего счета. Это возмутительная атака на работу и независимость кыргызской службы «Радио Свобода», а также угроза корреспондентам и сотрудникам службы. Кроме того, это противоречит твердым обещаниям, которые дал мне лично президент Жээнбеков в августе этого года – поддерживать независимую журналистику и бороться с коррупцией в Кыргызстане. Я настаиваю на том, что наш счет должен быть немедленно разблокирован. Тем временем Министерство культуры и информации Кыргызстана запретило всем операторам телевещания выпускать в эфир телеканал «Апрель». Письмо направлено от имени замминистра, копию также передали в редакцию телеканала. В документе подчеркивается, что на основании обращения военной прокуратуры необходимо принять все меры по недопущению незаконного выхода в эфир телеканала «Апрель». Напомню, эфир «Апреля» прервали 7 августа 2019 года во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева. 9 августа было арестовано здание редакции. О реакции коллектива на последнее решение чиновников мы поговорим с шеф-редактором телеканала Леной Нечаевой. Лен, привет. Лицензия на вещание у «Апреля» до сих пор действительно. Меж тем, работа телеканала, по сути, всячески блокируется уже более 4 месяцев. Скажи, были ли вы готовы к такому новому повороту событий? На самом деле, учитывая все те ситуации, которые происходят в стране в последнее время, в том числе со «Свободой» и со СМИ, нужно быть готовым вообще ко всему, к любому беспределу, поэтому... В принципе, ничего особо нового для нас не открыли. Сейчас вы перенесли, Лен, вещание в основном в соцсети и YouTube. При этом последние дни мы постоянно слышим сообщения о давлении на популярные паблики, страницы, попытки взлома персональных аккаунтов блогеров. Вы сталкивались уже с чем-то подобным? Мы пару месяцев назад столкнулись с целой серией DDoS-атак на наш сайт. Более того, еще за пару месяцев до этого к нам поступила информация, что существует план внести изменения в несколько статей на нашем сайте, чтобы потом это дело подписать под разжигание межэтнической и межнациональной розни. И на самом деле вот то, что сейчас происходит, тот же кейс с беспредел KG, когда уголовное дело заводится чисто за комментарии под постом, а не за сам пост, говорит о том, что вот именно эту статью, довольно суровую статью разжигания межнациональной, межрегиональной розни, ее используют для того, чтобы давить на СМИ, на журналистов, на блогеров. И это на самом деле очень печально. Могу сказать, что канал «Апрель» всегда очень щепетильно относился к этой теме и сейчас продолжает относиться. То есть не то, чтобы там журналисты в своих текстах, даже если спикеры в своих интервью допускали какие-то малейшие вещи, которые могли там разжечь межрегиональную рознь, мы это все жестко обрубали и не давали в эфир. Вот. Комментарии мы тоже модерируем, тоже стараемся следить за этим, но все же понимают, что ставится цель и потом просто ликвидируется и все. То есть никто сейчас из СМИ не защищен абсолютно. Лен, спасибо большое. Всего доброго, мы желаем вам успехов. Верховный суд Таджикистана вынес приговор участникам бунта в Вагдадской колонии. 28 заключенных приговорены к тюремным срокам от 19 до 29 лет. Процесс проходил за закрытыми дверями, а на уголовные дела был наложен гриф «секретно». Детали обвинительной части почти неизвестны. В Верховном суде наотрез отказались комментировать приговоры. С адвокатов осужденных взяты подписки о неразглашении.
Тем не менее, некоторые из них на условии анонимности сообщили, что предполагаемых участников бунта суд признал виновными в терроризме, экстремизме и убийствах. Один из адвокатов рассказал, что все 28 осужденных, согласно версии обвинения, давали клятву верности зачинщикам бунта. По словам адвокатов, сами заключенные отрицают это обвинение и говорят, что не участвовали в бунте, хотя такая возможность у них была. Осужденные и их родные считают приговоры несправедливыми. Мать одного из них в беседе с радио Озоди заявила, что в день бунта ее сын был болен и не участвовал в беспорядках. Дело моего сына отложили, он сейчас болеет, но родственники осужденных не согласны с приговором. Между тем, общественность в Таджикистане недоумевает по поводу секретности расследования бунта в Ахдатской колонии. Следствие прилагает чрезмерные усилия, чтобы детали уголовного дела не просочились в прессу. Эти меры некоторые юристы связывают со слабой обвинительной частью дела или с его заказным характером. По мнению адвоката и бывшего генпрокурора Таджикистана Салиджона Джураева, гриф «секретно» в последние годы накладывают даже на обычные дела. И вот с чем он это связывает. Уголовных дел с грифом «секретно» в последнее время стало слишком много. Гриф «секретно» ставят не только на дела, заведенные по статьям терроризм и убийство. Для следствия и суда стала нормой засекречивать также незаконные уголовные дела, где следствие допускает фабрикацию доказательной базы, в том числе, казалось бы, на обычные статьи – воровство, получение взятки и прочие коррупционные статьи. Это делается с одной целью, чтобы скрыть от общества незаконные действия следственных органов и судебной власти. Я напомню, за неполный год в таджикистанских колониях произошли 2 бунта, которые были жестко подавлены. В результате беспорядков в Худжанской колонии погибли 23 человека, в том числе 2 надзирателя. В колонии в Ахдаде были убиты 32 человека, 3 сотрудников и 29 заключенных. Смотрите далее в нашей программе. Верховный суд Татарстана отказал в предоставлении убежища студенту-татарину из Китая Шахдияру Шавкату. Теперь его могут депортировать обратно в Синьцзянь, где он может попасть в лагеря перевоспитания. Чтобы мне сейчас вернуться в Китай и быть в безопасности, нужно жениться на китаянке и отказаться от ислама. Бесполезные совещания отменить, от старых бюрократических процедур отказаться. Президент Узбекистана подписал указ, согласно которому госструктуры обязаны сократить действующие бюрократические процедуры, а также внедрить современные методы управления. Президент требует от чиновников отменить бесполезные ежедневные совещания руководства с подчиненными. Интересно, что утренние заседания на уровне районов, городов и даже республиканского правительства начали практиковать как раз после прихода к власти Шавката Мирзиёева. Узбекская служба радио «Свобода Азадлик» отмечает, что такая система вызвала даже протесты со стороны ряда правительственных чиновников. Кроме этого, от госструктур требуется изменить традиционный бумажный документооборот. Госорганам приказано с 1 января 2021 года перейти на современный электронный вид документооборота и отчетности. Недавно созданный Национальный процессинговый центр Таджикистана учинил хаос в системе денежных переводов. По прошествии 10 дней с момента запуска НПЦ не справляется с нагрузкой. Многие люди ни получить, ни отправить денежные переводы не могут. Серьезную проблему в работе новой системы признает и Нацбанк. Там заявляют, что для полноценной работы центра необходимо время. Однако отказываться от неэффективного национального процессингового центра финансовый регулятор не намерен. Тем временем голоса против Нацбанка звучат все громче. В соцсетях призывают подписаться под петицией за возврат старой системы денежных переводов в Таджикистан. Автором петиции на сайте Change.org стал гражданский активист Ахмад Каримзада. По его словам, запуск Национального процессингового центра Нацбанка Таджикистана заставил усомниться в социальной направленности политики государства. В первый день под петицией на сайте Change.org подписалось 50 человек. Сейчас в соцсетях мы активно распространяем ссылку на нее. В петиции я призвал президента Эмомали Рахмона, глав обеих палат парламента и председателя Верховного суда вернуть в прежнее состояние систему денежных переводов. Сейчас из 8 компаний в стране работают только 2. Действия Национального банка противоречат логике. Помимо этого, я призываю руководство страны восстановить мобильную систему NGN, снизить стоимость авиабилетов в стране, а также снизить цены на муку и мясо.
Между тем, Нацбанк Таджикистана для того, чтобы снизить возникший ажиотаж с денежными переводами, обязал все банки страны работать до 19 часов вечера. В финансовом регуляторе не исключают, что обяжут банки работать также в выходные. О серьезности возникшей проблемы говорит тот факт, что почти 77% доходов населения Таджикистана за последние 10 лет – это переводы трудовых мигрантов. Верховный суд Республики Татарстан сегодня отказал в предоставлении убежища студенту-татарину из Китая Шахдияру Шавкату. Теперь его могут депортировать в китайский Синьцзянь, где он может попасть в лагеря перевоспитания. Из Казани репортаж Равиля Мукменова. На заседание суда пришли оба близнеца. Шахризад и Шахдияр Шавкат просят суд о временном убежище в России. Когда уеду в Китай, у меня либо в концлагере, либо там убить. Поэтому я хотел остановить в России Федерации. Учреждение, которое Шахдияр называет концлагерем, находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. До осени 2018 года власти страны категорически отрицали существование лагерей. Официально они называются лагерями перевоспитания. Как сказано в докладе правозащитников из Amnesty International, туда можно попасть, например, за то, что установил на телефон мессенджер WhatsApp. Существуют эти концлагеря, в которые помещены около 1 миллиона уйгурских мусульман. Вот, это подтверждается подтверждают и журналисты тоже, не только правозащитные организации, журналисты, которые побывали в Китае. Мы эти доклады представляли в суду в первой инстанции, но однако суд их не рассматривает, игнорирует эти доклады. Приехали братья в Казань в 2014 году по программе Всемирного конгресса татар. Поступили в федеральный университет, но позже были отчислены. Их родители больше не могли платить за обучение. Со слов братьев, последний раз они общались с матерью в феврале 2018 года. Она сказала, чтобы они не смели возвращаться в Китай. Я спрашивал у друзей в Китае про родителей. Они мне сказали, что нельзя про это говорить, иначе у нас тоже будут проблемы. Родители твои сейчас в том лагере. Чтобы мне сейчас вернуться в Китай и быть в безопасности, нужно жениться на китаянке и отказаться от ислама. На судебном заседании адвокат Шахдияра попросил в качестве доказательства преследований мусульман в Китае приобщить перевод доклада правозащитной организации Amnesty International, но в этом было отказано. В Украине преследовали лиц русскоязычных граждан этой страны в Донбассе. На основании этого наша миграционная служба предоставляла им временное убежище. И вот братья Шавкет, у них такая же ситуация, только это не Украина, а Китай. Это здесь есть политика, конечно, есть. Я хочу сказать, в любом случае, возвращение двоих студентов – это реально смерть для них. Представитель МВД Республики Татарстан настаивала на том, что убежище в России братьям давать нельзя. Если понимали опасность ситуации, почему не обратились в суд в прошлом году? К тому же, по мнению российских властей, нет доказательств того, что в Китае преследуют мусульман. В итоге суд принял решение отказать во временном убежище. Сейчас братья находятся на территории России незаконно. И уже завтра миграционные службы могут обратиться в суд о принудительном выдворении их из страны. Равиль Мукменов, Руслан Гафиатуллин. Специально для настоящего времени. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале «Настоящее время» в YouTube. Мы встретимся с вами в понедельник. Всего доброго! Нормандская ничья. Российские и украинские медиа комментируют результаты первой встречи двух президентов по проблеме Донбасса. Допинг-зависимость. Решение руководства ВАДА отстранить Россию от Олимпийских игр и мировых чемпионатов на ближайшие 4 года вызвало гнев федеральных СМИ. Фейк Британия. Избирательная кампания в британских социальных сетях полна откровенных фальшивок и манипуляций. Я думал, что прощаюсь не с тобой. В тот вечер за воротами Содома, в тот вечер, когда ветер нес навстречу сухую бурю. Тогда нас каждый камень окликал, терновник звал, цепляясь за одежду, забыться, оглянуться, отказаться. Дорога, уводившая за холм, была пуста.